Рузана Оганян по образованию медик. Училась в Ленинградском училище и сразу вернулась в родную Абхазию. Предположений о том, что она вскоре станет одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, не было. Отправляли военнообязанных тогда по приказу. По собственному желанию не ехал никто. Рузану, как и многих других девушек, обманули. Сказали, что поездка планируется только в Тбилиси. Так как я военнообязанная, призвали мне в военкомат. Сказали, что должны работать в Тбилиси, в госпитале с больными. Но когда приехали уже в госпиталь, нам ребята предупредили, что нас заберут в Чернобыль. Мы оттуда убежали. Все девочки сели в поезд и уехали. Через неделю где-то облава была у нас. Приехал представитель сельсовета, участковый, из военкомата пришли, забрали. И заново меня отвезли, конечно, и поехали в Чернобыль. Тогда через Чернобыль прошло около 100 тысяч солдат. Помимо них ликвидацией занимались 400 тысяч гражданских специалистов, шахтеров, строителей, ученых, медиков и многих других. Рузана и еще 34 девушки в ее группе оказались в этом составе. Их отправили через год после катастрофы. Указание было таким – проводить лабораторные исследования и лечить больных. Однако вот самих пострадавших на тот период уже не было. Анализы проведем. У меня бак-анализы были, продукты проверяла в основном, а девочки из Тбилиси, они кровь проверяли. Молодые девушки тогда не знали, насколько длительной окажется поездка. Руководство такие вопросы не обсуждало. Поселили их в селе Апачи за 28 километров от Чернобыльской АЭС. Еще до аварии там проживало более 600 человек. Эвакуировали тогда каждого. Однако, по словам Рузаны, соседи на этой территории все же находились. Люди, которые возвращались через леса, вот они жили там. Человек 10 было, но их часто облаву устраивали и вывозили. Рузана Оганян рассказывает, что причина аварии озвучивалась одна – утечка газа. Подробности стали узнаваться уже от самих соседей. Кто-то слышал взрыв, а кто-то видел пожар. Но по факту точной информации не было. Знали только одно – жизни здесь больше не будет. В эпицентр трагедии юные медики выехали только один раз. И причиной тому стало любопытство. Попросили ребят наших, водителей, чтобы посмотреть хоть издалека на Чернобыль. Просто увидели там эти блоки издалека. А что было? Что видели? Ничего, пустой город. Под забором постояли и уехали. Там же ограждено было все. Фотографии наши там засветились, не получились. Ребята хотели, чтобы на память под забором постоять, хотя бы сфотографироваться, но там ничего не вышло. Несмотря на это, фотографий с того периода у Рузаны оказалось немало. Тут можно увидеть даже свадебные снимки. Наш афонский врач Сергей Шакуров влюбился в тбилисскую девушку Лали Дишиашвили. Свадьба была шикарная, сами готовили, гуляли чуть ли 2 дня. Музыка была у нас, танцы были. Веселились. ЗАГСа не было? Нет, ЗАГСа не было. Потом искали церковь, чтобы обвенчаться. Но так как мы в форме были, нас не пускали в церковь, не пустили. Эта свадьба стала первой после аварии на Чернобыльской АЭС. Рузана вспоминает, за 4 месяца в отчужденной зоне было много хорошего. Однако сожаление о том, что именно она стала одним из ликвидаторов, безусловно, присутствует. По возвращению в Сухум на 25-летнюю девушку обрушилась волна осуждений. Общество решило, что серьезные проблемы со здоровьем неизбежны, а жених Рузаны так и не объявился. Вернулись, никого уже не было. Всякое про нас говорили. Посреди взрыва мы были, там, не знаю, всякая болезнь. Но я ничего. Еще и считали мои волосы почему-то, что все выпадут после Чернобыля. Ну, ничего этого не было. Я до сих пор себя чувствую нормально. Вопреки всему, молодая Рузана вскоре выходит замуж. На свет появляются 2 здоровые дочки, а от самой поездки в Чернобыль остаются лишь воспоминания, запечатленные на этих выцветших фотографиях. Виола Барганжа, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.